Қайырлы күн, құрметті достар, на связи Сауля Муратовна. Сегодняшним видеоуроком мы с вами открываем небольшой цикл видео, в которых будем разбираться с нюансами послелогов казахского языка. Ссылку на данную таблицу я приложу под этим видео. Послелоги казахского языка – это группа вспомогательных слов, которые никогда самостоятельно не используются. Послелоги казахского языка являются отчасти аналогом русских предлогов. Эта группа слов четко разделена на 5 групп, и каждая группа используется только в сочетании с одним падежом, как указано в данной таблице. Сегодня мы рассмотрим два послелога, которые имеют одно название, по сути являются одним словом в разных формах. Это послелог қарсы и қарсысы. Для начала найдем эти послелоги в нашей таблице. Послелог қарсысы – это послелог родительного падежа. То есть этот послелог будет следовать за словом, в составе которого есть данное окончание. Послелог қарсы – послелог дательно-направительного падежа. То есть это означает, что данное слово будет следовать за словом, в составе которого окончание дательно-направительного падежа. Итак, наша с вами задача перевести словосочетание напротив аптеки. Есть два способа. Первый способ – используем послелог қарсы. Отвечаем на вопрос «Қайда?» – где? Дәріханаға қарсы, напротив аптеки. Это самый быстрый способ перевести данное словосочетание. Допустим, напротив аптеки есть школа. Чтобы использовать послелог қарсысы, мы должны с вами сделать два шага. Первый шаг – сначала сформируем словосочетание, которое отвечает на вопрос «что?». Дәріхананың қарсысы – место напротив аптеки. Данное словосочетание стоит в начальной форме. И теперь уже, используя данное словосочетание, мы можем ответить на вопрос «где?». Дәріхананың қарсысында. Используя окончание местного падежа, мы с вами отвечаем на вопрос «где?». Поэтому, если у вас задача перевести такого формата предложения, словосочетания, вы выбираете либо этот формат в один шаг, либо этот формат в два шага. Чтобы закрепить и запомнить данные послелоги, конечно, я вам рекомендую сделать много-много подобных упражнений. То есть напишите подобных примеров 30 и данных подобных примеров 30. И тогда эти послелоги останутся с вами навсегда. Сау болыңыздар.